Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Мы находимся, точнее, мы продолжаем летнюю версию наших программ. Мы вышли, наконец-то, на улицу, на наше короткое якутское лето. Находимся мы в барбекюшной зоне нашего друга, который уже у нас был в гостях, у Сарыла Тихонова. И со мной, как обычно, сегодня Семен, мой соведущий, Семен Тарбахов. И к нам в гости сегодня пришел мой давнишний знакомый, наконец-то здесь, Владимир Амосов. Владимир сейчас в настоящее время, кем только он не был, где он только не работал, он об этом все расскажет. Сейчас он руководитель службы эксплуатации городского хозяйства нашего славного города. Володя, сразу говорю спасибо, что ты наконец-то к нам пришел, что согласился, нашел в своем графике жестком время поучаствовать в нашей передаче. И сразу вопрос. Эфирное время у нас не резиновое, поэтому с чем ты к нам сегодня пришел, что ты будешь делать сегодня? Я специально, чтобы прийти, чтобы ты, Петя, позвал меня на передачу, научился готовить плов. Красавчик! Не, реально, я это хобби, наверное, последних полгода. Да. Я скажу так, рано или поздно все мужчины, которые любят готовить, рано или поздно приходят к тому, чтобы научиться готовить плов. Я не знаю почему, да, видимо, вкусно и сытно. И находит свой любимый рецепт. Это, Любимый рецепт. это да. компанейское блюдо, да, ну, да. на любой вид праздника, на любой Да, можно вот как раз, да, Или собраться с просто, друзьями, позвать, Да. спокойно Поэтому, готовить. наверное, выбор пал на нем. Да, хорошо. Но сразу скажу, эфирное время еще раз повторюсь, не резиновое, поэтому надо раз и в дамки. Я смотрю, ты уже печку растопил, казан у нас уже стоит. Да. Так что Быстренько. давайте быстренько. Ага. Мы, Сразу конечно, сюда? будем, может быть, брать паузу, да, чтобы Да. какое-то время, но нам нужно успевать. Хорошо, я сразу начинаю резать или как? Я думаю, сначала, это наверное, твое надо право. будет замочить рис. Да, Семен, поможешь, да? Да, вот. Давай я Петр замочу, замочит, и до того, как я замочу, я имею в виду рис, спрошу тебя, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чьих будете, мы это называем традиционно, как я дошел до жизни такой. У якутов есть кимтек, киняха, кантаханаха, Да. Самый первый вопрос. Где я? Сам я родился 7 числа, 7 месяца 1983 года в селе Бердигистя горного района. История очень там такая интересная, но я когда-нибудь до другой передачи расскажу. Да? Просто скажу, что на следующий день в этой деревне родился один, в следующий день еще 7 человек. Роженец было. Сам кровью, да, я на самом деле, у меня отец усалданский, бабушка Чурапчинская, по другой линии у меня Хангалас, дедушка с бабушкой со стороны Тато Томпо, крест Халджай, да, вот границы меняют. И поэтому у меня, вот, я считаю, очень много крови, очень много вот такого всего интересного, что мне помогает. На самом деле, я считаю, что предки наши всегда нам помогают. Это всегда напутствуют, так, всегда так, да. А тут у меня их немного больше, да? Еще и территориально. После этого я, на самом деле, долгое время переезжали в Якутск, в Бердигистя, ездили на сенокос в Услалдан, потом переехали в город Якутск, поступил, школ было 5, все озвучивать не буду, закончил Ух я ты! республиканский То есть колледж. вот я совсем недавно приехал к 30-летию окончания своей школы, да? То есть ты теоретически с 5 выпусками можешь Да, проводить. и среди них есть даже Аллаях. Аллах, ух ты. Ага. Вот. То есть родители работали везде и... вот- Работали в то время, помните, они переезжали, Да, потом да, развал да. страны, Такие моменты были. и все в жизни увидели, все увидели это, не просто увидели, а ощутили, и это дало, такие очень хорошие качества, мне кажется, и всему, всему, что происходит в жизни. Вот. Потом я поступил после республиканского колледжа, я его заканчивал, поступил в Москву. То есть школу закончил РК? РК, да. Тогда был РК. Уже сбор. Уже после РФМШ? Да, да, вот как раз То настало есть то время, ты очень когда... хорошо учился, получается, потому что РК это же, как бы, скажем так, Когда, элита. Я как раз поступил, когда РК появлялся, на самом деле. Помните, там появилось с 5 по 9. Раньше было 10-11. Да. И в тот Так, момент, это когда РФМШ, как пошел набор с 5 по 9 класс, я вот как раз поступил в 8 классе. Этому сопутствовала учительница. Я учился до 31 школе. Математик. Проходили олимпиады по математике, а учился я в 31 школе 1 год. И она заметила где-то вот деревенском парне, да, вот эти навыки, что-то. Способности, Да, получается, способности математические. И она мне говорит, может, поступишь в РК? Да, А тогда набор огромный, Да. и первый класс набирается. Ты был олимпиадником, наверное. Да, я был олимпиадником. Получается, стал Но. да, в 7 классе и все, поступил там
очень хороший коллектив, очень разнообразная, вся республика у нас Так, собрана. Масло, да. Масло давайте сделаем на 1 сантиметр где-то, да? Окна. И остальное, да, хватит. Сейчас надо, Подрезать? да, мясо подрезать. Или Да, Нет, это- коллеги, сперва лук. Вот, сперва лук, да. Ну, можно по-любому. Я обычно режу вот. Не так? На камеру скажи. Не так быстро. Не так Да, быстро не так отрезать. быстро. Ну да, куски такие. Само приготовление, да, если отойти от той истории, вот в плове, лук имеет огромное значение. Лук и морковка. Да, он должен пожарить. Да, все думают, что вкус дает только мясо, но на самом деле лук, он для казана очень полезен. Вот если даже покрутить, то у тебя, когда только начинаешь жарить, вот сок желудочный начинает играть. И весь процесс, вот коллектив, который сидит, он начинает подходить как только ты кинешь лук, они подходят к повару. Когда. Это вот начинает работать желудочный сок. Мясо? Мясо давайте. Нет, ты готовишь как крупнику? Или Средний. Вот, ты попробуешь? И вот это на 4 части. Вот это, Да, вот это на 4 части. Я обычно делаю так, чтобы, да, так? да. Мелко. Так. Я могу пока обжаривать лук. Ага. Да. Вот на самом деле, когда я на кухне сам готовлю, я никогда не доверяю вот это все сам. Да. А тут Семен отлично помогает. Так. Доверимся. Вот во время вот этого происходит вот этот запах, да? Чувствуете? И вот этот звук, это мозг, запах. То есть человек несколькими чувствами пользуется, ну и визуально. Поэтому вот плов, он, когда готовка, он всегда такая завораживает. И вот Семена, да, я попросил, он сам, да, обязательно казан надо вот с луком вот так перемешать, и тогда как будто стенки впитывают. Да, лук, лук, да. да, Ну основное. вообще, когда прокаливают казан первый раз, масло и луком Да. проходят, чтобы это все И вот, впитало. да, вот и с этого у меня тоже осталось. Я когда готовка плова, всегда тоже повторяю эти магические движения, можно сказать. Половину лука. Так, да. масла достаточно, да? Масла достаточно, да? Да, надо оптимизированный вариант делать. Чуть-чуть, ага. Слишком много масла тоже не очень хорошо. Да. Все. И на чем мы остановились? Так, остановились на Поступлении. поступлении, да. Да. Губкина. Поступил, полетел. Спасибо тогда вот департаменту по подготовке и расстановке кадров в республике, да, нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву и всем, кто там создавали это. Действительно, мы поехали. Матвей Васильевич, по-моему, Матвей Васильевич Мучин, да. И когда вот учились, вот как раз его сын с нами учился в Губкино, на год старше был, Петя, тоже закончил университет. Ну и лучшие годы, конечно, это у каждого человека студенчества. Да, вообще, конечно, Я вот здорово. недавно вот с отпуска Оглядывает. прилетел, я недавно и этот отпуск посвятил тому, что съездил к своему другу, которого 15 лет не видел, к одногруппнику, в Казахстан. Он живет сейчас в городе Актюбинске, вот как раз я приехал. Октября, да. Вот, и очень такие светлые воспоминания, там сразу вспоминаешь, когда друзей встречаешь с того времени, и это как-то придает мне сил, кажется, дальше двигаться. Надеюсь, я тоже самое оставил своему другу. Вот, и проучились, учились и хорошо, и плохо, но ты чуть-чуть приходит момент взросления, да? Всю жизнь ты до этого с родителями, под домиком, любая ситуация, это ты знаешь, куда и надо идти. Москва, большой город, большое, вот это у каждого человека, мне кажется, происходит, да, который, оно чуть-чуть дает быстрее взрослеть. И узнавать коммуникации, знакомиться. Ну, потому что ты уже понимаешь, что за тобой никого нет, ты один, Да, и если да, что, да. ну, нужно Да. выбираться самому. Земляки, там, и вот находишь, на кого ты можешь опираться, ну, в любой ситуации. Друзья появляются. Друзья Это появляются, самые это вот настоящие, как ну. самые настоящие друзья. Вот. И я очень благодарен этому времени. Отучился. Ну и дальше вот наступает следующий этап. Да. Все было гладко, а тут ты приходишь и приезжаешь в Якутию, зная, когда уже в 2007 году начал... у тебя есть Да. Пришел Сургутнефтегаз, появилось Талаканское месторождение, про которое все говорили в то время, да? А я хочу туда работать. Я говорю, я разработчик, я хочу ехать туда. И каждый день я хожу в департамент, также, да, там уже в министерство они переименовались по подготовке расстановки кадров. И каждый день я вот так хожу, неделю один раз. Они мне говорят, пока мест нету, пока мест нету, пока мест нету. Но дорожка, которая протоптана, я уже там по телефону звоню раз в неделю. И так прошло 6 месяцев.
6 месяцев. То есть ты 6 месяцев, Да. скажем так, ждал и все. Да. И я говорю, я хочу работать в Сургутнефтегазе. И они мне говорят, там мест нет. И вот я помню последний месяц, она уже, я вот помню имя Елена, отчество зовут, чтобы не обидеть, не буду говорить. И она говорит, Володя, знаешь что, вот тебе номер отдела кадров Сургута, звони теперь сам туда, короче. Мне кажется, ты не отстанешь и не пойдешь, как большинство людей там отсеивались и ходили там в Леногаз, там, ну, очень много вот таких. Но это не совсем то, что образование дало, да? Я вот разработчик, я должен работать на месторождении. Меня где-то заклинило, и вот через 6 месяцев я начинаю целый месяц долбить туда, звонить. Алло. И они такие, И они поняли, что, блин, да, этот не отстанет, этот не отстанет, да. Ну, сделали хитро. Ага. На толкан не отправили, они что сказали? Здравствуйте, Владимир Владимирович, мы вас берем, но надо приехать сюда и будете работать у нас в Сургуте. Возможно, это был ход, чтобы человек отказался, да, перестал Ага. звонить. Расстояние, это же не... Только крючок вроде как бы закинут, Да, но да. немножко другой, И да? да, и нет. Ага. А что сделал я? Я взял билет, собрал вещи и полетел. И вот так у меня начался новый этап жизни, 2,5 года, которых я тоже очень с теплом вспоминаю. Это работа не в самом городе Сургуте, а там от 120 километрах на нефтяном месторождении Лентор. Лентор нефтегаз. Прямо где нефть добывают. Прямо как, ну, да, вот если ты вот из дома выходишь, ты видишь скважину старые там, ну и оно, конечно, отдаляется. Одно из месторождений, которым больше, наверное, сейчас 50 лет, ну и там сами процессы, да. И я тогда понял, почему ребята в университете учились быстрее, ну, в математике и физике слабые, а когда вот специализированные предметы приходят, они быстрее вникают. Специализация, Да, да. потому что они оттуда, они видят это визуально в каждый Знают, день, да, знают, знают, да. Я такой вот понял, что у нас этого не хватает. Вот. Ага. Мы вроде сильные в математике, физике и в естественных науках. В теории. Да, в какой-то. теории. А когда практически вот приходит, мы начинаем чуть-чуть, ну, оценки похуже, успеваемость. И ребята, которые были, ну, ну, не середнячки, да, они вперед уходят, как посыльные старших курсов. И вот тут у меня такой пазл сложился. До какой степени? Да, все, можно, наверное. Нормально? Да, нормально. Мясо, да? Да. Теперь мясо или Нет, или сперва, морковь? сперва морковку, да. Морковь. Морковка в плове, вот я люблю общаться с людьми, да, и вот один раз мне кто-то посоветовал, говорит, вы здесь в Якутии чуть-чуть неправильно готовите, да? Ну, по крайней мере, по его понятиям, да? Он говорит, в плове самое главное ингредиент – это морковь. А, Вот я раньше думал, лука надо больше кинуть, мясо, а оказывается, это морковь. Чем больше моркови, тем больше, ну, вкуснее плов, вкуснее. Вот. И основное вот то, что дает вкус его, это от моркови есть. Вот. На чем мы остановились? на моркови, так. На 2,5 года Да. в Сургуте. Да, и вот сейчас вот очень хорошие друзья остались, очень хорошая практика. Потом я вот переехал в Якутск, мне было очень просто. Работа в транснациональной компании огромная, да, его вот регламенты, ты видишь, и ты с этого начинаешь, требования же, да? Есть такой один секрет, который, ну, очень мало людей знает. Это знают те ребята, которые со мной там работали. Первую зарплату я получил не полностью. Так, почему? А премия в нефтяных компаниях, если у меня тогда зарплата была, ну, скажем, 40 тысяч, да? Оклад это всего лишь, ну, 7-8 тысяч. Все остальное делается нефтяной коэффициент и так далее, сколько мы выработали. И вот 32 тысячи это примерно премия. Ну, то есть как бы по наработанной. По наработанной, да. Да. Основное, что ты обязательно должен получить, Оклад. да, 8 тысяч. И в одной из дней приезжают ребята из Якутии, то есть это день был нефтяника, выступили, то все, у меня наплыв, я там один, да. Они приехали, я там со всеми поговорил, и этот автобус вечером уезжает, да. Ну как-то вот и в тот день я поздно проснулся. Я на свою смену опоздал, потому что до ночи провожал, там, так далее, да. Опаздываю, что я делаю? Вижу, проснулся, когда уже рабочий день начался, беру такси, еду. Мое цех где-то в 40 километрах. И беру такси, приезжаю и не замечаю, что, оказывается, за нами едет машина. Ну, то есть, аккуратно увидела, что это шашечка такси, приехал человек, да? Я захожу, получаю задание, и заходит человек вот как с камерой. В камуфляже и так далее. Это, оказывается, служба безопасности. СБ Да. местная. То есть фиксирует... Фиксирует опоздание четко. Так. Тык-тык-тык.
2 часа опоздания, зафиксирование. В конце месяца я первую зарплату получаю всего 8 тысяч. Потому что ты... 100% решили. Ага. Вот такая жесткая система. После этого ни на одну работу никогда я не опаздывал. Ну то есть Но это первый урок сразу у тебя бам, да, по башке. Да, бам по башке. И, ну, такие методы есть. Я понял, что это очень действенно, да, ну, как бы, ну, и в жизни не всегда его надо применять, конечно, да, чуть по-человечнее. Но в тот момент я понял, что да, есть какие определенные, как сказать, мотивационные действия в предприятии, чтобы очень дисциплинировать и так далее работника. Зарплата высокая, но ее надо заслужить. Но ее надо заслужить, да. Да. Ага. Вот. Потом я всегда в отпуск приезжал в Якутск. На самом деле я люблю путешествовать, да, но когда я был студентом, я постоянно в другие страны летал, ну, пользуясь тем, что студенческим. Да, близко. Да. Ближе, и было дешевле летать, чем в Якутск. Ну, само собой, да. Да. И когда я работал в Ленторе, я приезжал вот в Якутск, я тут познакомился со своей женой во время отпуска и принял решение, что пора уже переезжать. В принципе, для опыта вот говорят же, человек коммуникабельный, да, 3 года. Я все, что мог узнать, узнал, вырос там до максимального разряда и переехал в Якутск. Стал специалистом, так. Да, стал специалистом, да. И потом здесь устроился в Сахатранснефтегаз. Ну, это уже не добыча, а что с этим добытым газом, нефтью, да? Ну, в данном случае с газом, как его распределять, как его до потребителей и где мы его используем. Это уже более профессиональный подход. Ну, не профессиональный, а более обращенный к населению. Там никто не видит, что ты делаешь, а ты здесь уже... Конечному потребителю. Конечному потребителю, и совсем другие проблемы стоят. Да. Если там ты не должен опаздывать, должен определенный объем добывать, то здесь ты должен налаживать связь, коммуникации с жителями, как важна безопасность, как важна... Все нормально. Там все нормально. Там все нормально, да. Как сказать, начинается новый этап жизни. Сперва, вот я там был оператором 3, 4, 5 разряда. Здесь я стал мастером 6 разряда. И я начал понимать, что чем отличаются крупные компании от маленьких, да? Были как в нормативно-творческой деятельности, так и с работниками. Один тоже удивительный момент, который касается только нашей, наверное, уникальности в Якутии. Это то, что я, будучи мастером, у меня на лето бригада есть. И я, как в Сургутнефтегазе, говорю: ребят, охота, ребята просятся на охоту, ребят просятся все на сенокос. Чтобы никого не обидеть, я говорю: давайте я вас делю. В этом году вот половина выбирает, то есть сенокос, кто на охоту едет, а остальные в следующем году. Ну, то есть вот так будут ранжироваться. Ну, что я видел в конце? Ребята, которые съездили на охоту, приехали, они выполняют задачи намного быстрее, а те ребята, которые не ездили, у них как будто энергии нет. Ну, они, да, выгорают, скажем. Выгорают. Да. Оказывается, да, вот я тогда столкнулся с энергетическим выгоранием, которое присуще нашим, якутянам, да? В любой профессии это. Да. Да. И вот я вижу, и я такой думаю, на сенокос надо отправить этих ребят. Пересмотрел графики, отправил ребят. И то, что они не могли сделать за месяц, они буквально пришли с отпуска, сделали за неделю. Да, ну то есть уже горящими глазами. Да, горящие такие, глаза. И вот, давай, да, вот уже- это очень уже- важно, оказывается. Уже до работы охочено. Так. Знать, как коллективом управлять, да? Когда вовремя дать человеку выпустить пар, когда нагрузить, там, да? Когда можно дисциплинарку, да, вот как на своем опыте. Как- Не без этого. Скажем так, правильные вентили. Да. На производстве не без этого. Ага. И потом я стал инженером 8 разряда, 9. И тогда у нас начало появляться вот это движение «Я инженер». Вот ребята старшие, с кем мы работали. Это прямо у меня здесь записано все. Да. И вот это движение начинает появляться. Молодежь Якутии, промышленность, там, они уже этим занимались, подтянули, да. Потом вот все начинает, и человек, много энергии, ты уже с работой знаешь, как справиться, систематизируешь, это научил меня Сургутнефтегаз, да. Как только человек все систематизирует, у него появляется огромное время для себя, да, то есть производство это так, все 8 часов у тебя рабочий день, ты это делаешь уже буквально за 3, тык, знаешь, во сколько, когда, что надо, и остальное время ты чем-то должен себя занять. И вот мы начали общественное движение, то все, и я туда прям половину себя отдал. И движение идет, развиваемся. И в определенный, в 2013 году
когда вот, все общественное на самом деле, оно замечается, либо, ну и немного начинает с политикой пересекаться огромно, да? И помните, 13-й год, тогда говорят, новая система, списочники, одномандатники, никто не может понять до сих пор у большинства людей, да? Я говорю, давайте, ребята, поддержите. Ну, есть желание попробовать, да? Посмотреть, что это. На самом деле мы шли за опытом, ну, оно завертелось, и, ну, как сказать, нет ничего невозможного. Победа. Ба. И мы с нашим движением вышли уже, ну, тогда уже на плоскости города, мы уже сказали, мы готовы, мы, вот, и после этого очень многие стали тоже с друзьями-политиками, я не буду называть фамилии, да. Ну, и это продолжается по сей день, можно сказать. То есть этот опыт про опыт депутатства. Это опыт депутатства, да. Да. После этого были еще выборы. Был ли у тебя, скажем так, выбор? Мог бы ты не стать депутатом? Или что тебя сподвигло на это? Сподвигло, тоже интересный момент. На камеру, да? Может, на камере может. Да. Сподвигло, наверное, вот то, что тогда делалось молодежной политикой вообще в целом в республике. Молодежный парламент, да. Молодежный парламент чуть позже пришел в мою жизнь. Это форумы, это игра министр, это Сахарис Селигер, ну, все вот это, оно показывало, что, ну как сказать, мы все собрались, мы все посмотрели друг другу в глаза. Молодые, да, ранние. Да, ранее показали свои амбиции, смогли понять, кто на что гораздо. И там иногда такой вопрос появлялся, да? А почему мы нет? Все мы люди, все мы имеем 2 руки, 2 ноги, и почему не можем принимать решение, ну, как бы стать соучастником этого движения всего? Когда ты идешь, куда тебе говорят, либо ты берешь на себя ответственность и ведешь за собой, куда считаешь правильно. Вот, и вот эти вызовы внутри ноты сыграли. А вопрос такой. Все-таки, ну, не секрет, что слово «депутат» — это, ну, если не ругательное, но в общественном сознании для населения, для, скажем так, простого обывателя, это, ну, скажем так, не очень хорошее. Это в 2013 году этого не было. Уже не было. Нет, ну еще не было, да? Ну что с него делать? Он депутат, ну как бы какая-то безнаказанность, что-то там, ну, как будто оторваны от реальной жизни. На какую камеру сказать? Вот я сейчас скажу. Депутаты Якутской городской думы зарплату не получают, кроме 2 из 32, которые на постоянной основе. Они получают 28, да, это общественная нагрузка. Но когда в 90-х развал происходил, у депутатов было действительно преференции. Зарплаты, проезд бесплатный и так далее, водители, квартиры. Неприкосновенность, да? И этот образ, он создался. Он создался, да. Что потом депутаты сами убрали себе зарплату, проезды, все. И сейчас каждый человек говорит: мигалки. Да, дайте нам, помогите с этим, то все. И каждый делает же это со своей зарплаты, со своей, ну, да. Другому, вот, очень, почему вот сейчас текучка депутатов, вы замечаете? Почти что большая, 2/3 дальше не идут снова. Да. Потому что они узнают изнутри это все, да. Ты должен не то, что вот тебе благо, да, как может быть там раньше думалось, или что-то такое. А оказывается, ты должен по-другому. Общество сейчас требует совсем другого подхода. Ты должен действительно помочь, проснуться, провести отпуск не с семьей, а выехать куда-то для решения каких-то общественных задач. Потому что во время работы ты этого не успеваешь. На благо твоих избирателей. Да, скажем так. да. Ага. Ну, да. Но, тем не менее, же количество людей, которые хотят стать депутатами, ну, скажем так, не уменьшается. Нет же такого, что... Ну, значит, есть среди них, среди нас, да, люди, которым это нужно. Это чуть-чуть другое состояние, да, это не... Вот я про это, да, что нужно, чтобы... Кому-то нужна карьера, кому-то, кто-то думает защитить свой бизнес, а кто-то общественник. Это же по типажу людей. Есть типаж... Ну, если сейчас вообще психология, да, истероиды, психоиды, шизоиды, депрессоиды, у каждого свои цели. И каждый человек, я знаю таких депутатов, которые вообще, можно сказать, сами ездят, не могут там техобслуживать свои машины сделать, да, там. Но в то же время, когда их зовут избиратели, они едут, обязательно помогают. Если они не помогут, у них где-то здесь будет болеть. И есть такие. Ну, то есть, как бы, груз ответственности, да? Груз ответственности, да, и они стали депутатами, чтобы помогать, чтобы вы там знали, чтобы изменить. На самом деле, это же институт парламентаризма, он очень древний, да, и не просто его так
придуман. но не просто человек Да, придумал, а средства массовой информации, они как воздействуют, это же тоже как бы тык-тык-тык-тык. Да. Борьба за власть. Политика — это борьба за власть. Поэтому если ты хочешь по-другому показать человека, ну, если у тебя есть ресурсы, да, как очернить человека, люди этим пользуются. Нельзя говорить, что с той стороны, это же делает тоже плохо людей, да, показать, создать анекдоты. Это кто-то сидит и думает. Чуть-чуть отойдем от политики. Давай. Забыли про блюдо, да? На самом деле у каждого человека есть секрет в плове. Вот я люблю мясо. Вот так случилось, что купил мясо, которое вот с брусничным соусом. Вот это именно. Вот это, да, именно. Ага. Потом я стал тоже мариновать, и каждый раз. То есть, получается, это неважно, такой говядина, жеребятина. узбекский плов, якутский колорит. Да, якутский колорит обязательно. Вот, и вот это он становится таким сладким. Я немного варенья брусничного куплю, замочу на ночь, на следующий день режу. И каждый пытается угадать, что. Конечно, у нас есть специи, да? Но вот этого никто еще, мало кто угадал. Ну да, нет, в этот раз в голове не укладывается, как это можно. Да. Ну, попробуем. Хорошо. Можно уже заливать рис, да? Да, давай. можно заливать. Здесь 3 раза промыли, воду я слил. За кадром. Мясо зажарилось, как должно. Это кажется, что красное из-за того, что брусника. Ага. Вот. На самом деле она зажарилась уже. Профессионально все делает. Да, и воду приготовили уже. Ты сказал, что Весь рис, да? именно горячую Да, не- ну, в принципе, хватит, да? Вот, чуть-чуть, это можно оставить. И наши специи. Вот я говорил же, я люблю путешествовать. Каждый раз, куда я езжу, я покупаю специи. Вот самое интересное, что есть, можно узнать о народе, на самом деле, знаешь где? Это вот на рынках. Да. Их культура, Да. их еда. По еде можно судить, как жил народ. Вот, если сушат, значит, они постоянно кочевали, да, вот какие-то казинаки, то есть, да. Если фрукты, ну, они, значит, у моря, да. Ну, вот, да. У нас так сложилось, что у нас в основном блюда мясные. Мясо, Ну, рыба. Да, мясо, рыба. Да. И вот на рынках это очень хорошо видно. А здесь вот это специи в этот раз из Сочи, да, скорее всего, кавказские. Но я очень... Из родины плова. Из родины плова, да. Я очень просил, там нашел бабушку, она сама продает специи, и говорит, собери, как у себя собираешь дома, когда готовишь, и она вот приготовила. Пожалуйста, Симон. Весь, да? Да, Нет, не весь, тут треть. Мгм. Треть, да. И он придает вкус плова, основные вот нотки рису, можно сказать. Да. И все, и заливаем примерно на сантиметр, да, воды. Чуть-чуть еще добавим. Да. И оставим, закрываем крышкой. Закрываем, да, может быть, сделаем паузу, потому что мы, можем не успеть, да, ничего страшного. Что у нас? Ну, По. время у нас почти подошло. Да, мы взяли паузу, ребята, немножко. Да. Достать и дать Это надо потомиться, уже, да? как говорится, достать его, и он дойдет. Мы его просто отложим и прикроем крышкой. Прикроем крышкой. Хорошо. Ну и чуть-чуть паузу мы возьмем. Ну, Володя, мы уже дошли уже практически до финишной прямой твоей карьеры. Что... Середина. Ну, практически быстро пробежим. Давай. А. Где ты еще успел поработать, скажем так? После УГРСа меня пригласили в команду Алексея Сергеевича. Я начал работать в службе эксплуатации городского хозяйства. Сперва начальником отдела за внешним благоустройством, потом заместителем, а потом перешел работать в исполком партии «Единая Россия». После этого Опять же, это как Да. политическая тянущая карьера. Да, ну, потому что- не отпускает, сюда, ну, да. значит так надо, А потом в прошлом году, в начале этого года, предложили возглавить службу эксплуатации городского хозяйства, и все вот как-то вернулось. СГХ. СГХ. Да. СГХ. Служба- Что это такое вообще? Что делается? Служба эксплуатации городского хозяйства занимается эксплуатацией городского хозяйства. Да. То есть это что у нас городское хозяйство? Муниципальное. Что, То, в принципе, принадлежит, логично. да, муниципалитету. Это дороги, это тротуары, это коммуникации, которые находятся на балансе городских хозяйств. Это освещение тоже вот горсвет, да. И Ну, то есть, если какой-то косяк, то нужно ругать тебя. так и происходит. Так и происходит, да. Да, но ругань, ну уже, ну как бы сказать, Уже привычное дело. Да? непривычное дело. Ты понимаешь, где идет конструктивная критика, на которую надо реагировать. Ты понимаешь, что человек ищет
за свои неудачи, ну вот, да, что-то там, ну, тут чуть-чуть по-другому. И есть просто голая критика, на которую можно просто закрыть глаза. Потому Ну, что, зная, да, Как теперь называется диванные войска, да? Да, Которые сами ничего не делают, а начинают ругать. диванные войска бывают разные. Бывают те, которые действительно, вот я же говорю, вот, научились говорить действительно, где проблема, вот сразу туда Аргументировать. аргументированно. И мы же проверяем. Оперировать фактами. да? Оперировать фактами. Да. Действительно, если нужна помощь, мы сюда выезжаем день, ночь, это не важно. А есть, ну, просто, да, ради забавы. Всю жизнь там, грубо говоря, двор стоял в лужах, да, в сапогах люди ходили, сделали хороший ремонт, там, благоустройство, и человек начинает говорить, а там плитку не того цвета положили. Ну, как, да, это перебор. Вот, в принципе, работа мне нравится. Сейчас мы занимаемся подготовкой к отопительному сезону уже. Как сами готовим с лета. У нас же Якутия такая настоящая зима, настоящая весна, настоящее лето, Все настоящая осень. настоящее, и Да. все довольно так жестко. И мы вот действительно это крутимся как белка в колесе, это наша уникальность. Это вот люди, как бы, которые занимаются спортом, да, ну, там полгода позанимались, полгода отдыхают. А мы постоянно в этом напряжении, и это, ну, это наша уникальность. Вот я еще раз повторюсь, людей, живущих в Якутии. И это наша сила. Потому что вот очень многие же вот уезжают, будучи не добившись успеха здесь или куда-то, да? И вот они себя там очень быстро находят. Какой-то чук, о, все-таки, он там. Да. На самом деле это то, что наша земля. Климат, география. Это... Много народу работает в этой службе? В нашей службе работает 58 человек. Ну, кроме этого, у нас есть предприятие, которое занимается. Ну, большое хозяйство. Большое хозяйство получается. Ну что ж, я вот немножко хотел задать вопрос. В начале программы передачи ты говорил, что со временем пришел к этому блюду. Получается, оно твое коронное? На данный момент, да. В семейном кругу? В семейном кругу, Или что-то с еще друзьями. Я готовлю шашлыки. Ну, это шашлыки, как каждый умеет, да? Очень нравится сейчас мясо на гриле пробовать, да? Вот, приготовил, сразу вытащили, нарезали и съели. Ну, совсем другой вкус, другие тона. Ну, то есть вкус к блюдам приходит с возрастом, да? И готовки. Я люблю готовить. На самом деле, вот я рассказал, я в общежитии жил долго, да? Работал там на стрижении 2,5 года. Я сам себе готовил, и для меня это не чуждо. И иногда бывает такое, пример, наверное, брать от отца. Вот он раньше там готовил, мама, ну, на работе, потом приходит и в воскресенье что-то говорит, сегодня мой день. И такое тоже у нас на сегодняшний день происходит. Время трения говорит, сегодня мой день, я буду что-нибудь готовить. Это может быть рагу, это может быть, ну, конечно, все связано с мясом. Якут трава не ест. Якут трава не ест, да. А так вообще сам к чему склонен? К охоте, к рыбалке? Всего понемногу. Могу съездить на охоту, не скажу, что очень много беру, но этого мне хватает. Ну, то есть поохотиться, порыбачить, это все есть в моей жизни, но не без фанатизма. Если я один сезон не поеду, я думаю, ну, значит, надо усилия куда-то в другое место. Ну, не место, а какое-то мероприятие направить. Это чуть-чуть философски отношусь к этому. Все, попробуем? Ну, я не знаю, что Семен нам скажет. Подтянем его. Так, Семен уже подготовил вообще тряпочку. Спасибо, Семен. Я как настоящий руководитель руководил Процессом. Да. Смотрел, как все выполняется. Надеюсь, вам понравится, друзья. Ух ты. Ребят, поближе снимите, да, ну, так, ну, не, ребята, вообще, по-моему, классическая классика получилась. Вот, да. Дело мастер воится. Мастер дело не воится. Дело воится, дело мастер воится, да. Ну, мне кажется, вот самое то получилось. Обычно я готовлю на большой, семья большая, на 12 литров казан. И на любой праздник. И он хорош тем, что на маленькую компанию можно, ну и на большую. Чуть-чуть досолим и еще пили. И еще чуть-чуть поставите, да? Нет, Или уже перемешаем. сервируем? Перемешаем. Ну, давай. Как правильно говорить? Накладывай. Запах и все вот это, да? Ожидание, да? Ожидание, уже мы стоим, как С ложкой стоишь большой. Друзья, я надеюсь, вам понравится.
я так понял, фишку с гусеничным этим. Ощутим. Да, ощутим. Сейчас. Вот так положим. Так, что у нас получилось? Опс. И как вы обычно кушаете? Я обычно кушаю ложкой. Каждый берет. Давай ложкой. Да, мне как-то вот... А можно и вилкой. Да. Зависит У от каждого того, народа свое, вот, да? Мне нравится. А вообще считается, что вот так вот. Да, да, кто-то руками Да, кушает, руками кушает, да. кто-то вилкой вот, удобнее. У меня вилка досталась. Давай. Ну что, друзья, приятного аппетита нам. Приятно. Взаимно. Да. Взаимно. Приятно. Посмотрим, что получилось. Передача будет выходить в эфир вечером. Ну, сейчас время обеда как раз. Ну, то есть для обеда самое то. Да. Приятного аппетита зрителям тогда, если вы сидите за ужином. Как мы любим часто тут повторять, ну, это просто вкусно. Просто. Спасибо Семену. Спасибо, Семен. Заключительная традиция. Вопрос задать гостю. Какие планы, какие мечты? Кем ты видишь себя, ну, скажем, через 5 лет, через 10 лет? Как человек, который, ну вот действительно, ты относительно молодой, да, полон сил, работать и работать еще, ну ты очень много где уже работаешь, да? То есть, Хороший вопрос. Не знаю. Вот честно, не знаю. Вот как-то все получается, да? Там, тут, и все. Буду там, где мне комфортно. Я вот так скажу. Комфортно мне, комфортно моей семье. Ну, 5-10 лет это точно так примерно. Чтобы не было того, что чего-то не сделал, да? Чего-то не попытался сделать. как Павка Корчагин, да? Да, Чтобы да, не да. было О, бессильных. почему там я тогда так не поступил? Думаю, все будет хорошо. Ну что ж, у нас получилось действительно очень просто вкусно, отличный плов. Спасибо Семену. Володя, спасибо тебе еще раз, что был гостем. И Спасибо. традиция, которая, опять-таки, не стоит нарушать. Пожелания для наших телезрителей. Пожелания на вот наших на телезрителей, ну, наверное, отойду от того, где я сейчас работаю, да? Как Да. Друзья, побольше будьте неравнодушны к своему, к нашему общему городу. Действительно, принимайте участие в его благоустройстве. Как бы мы ни работали, без того участия, которое принимают жители, это невозможно. Всегда должно быть общее движение, общее течение, и тогда наш город может превратиться в отличнейший, самый красивейший город, наверное, на вечной мерзлоте это точно, но будем считать в Сибири. А это сделать можно только с теми людьми, которые действительно глаза горят, руки делают, говорят невозможное возможно. Живите такими девизами. Спасибо вам. А я еще раз скажу, сегодня у нас в гостях был Владимир Рамосов, служба эксплуатации городского хозяйства нашего славного города. Володя, спасибо тебе большое, как обычно со мной. Семен Тарбахов, мой соведущий. А я Петр Цепандин. На этом потихоньку мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Будьте здоровы, всего вам хорошего, мирного неба над головой. Ну а мы... Да, нам нужно обед. Присоединяйтесь, коллеги. Да, присоединяйтесь потихоньку. Съемочная бригада уже стоит, облизывается. Нашим южным друзьям еще предложим, сравним. Чувствуется брусника? Да. А вот это лянка здесь. Только действительно, если бы ты не сказал, я хрен угадал бы. Думал, блин, что такое? Наслива или что-то такое, да?